Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я хотела бы вам рассказать о колоде карт, который я недавно приобрела. Это был подарок, так скажем. Вот. И я точно знаю, что эти карты были заказаны с Алиэкспресса. Вот. И в коробке вместе с этими картами, конечно, не было книжки. Вот. И все карты, названия карт на английском языке. Для меня это не доставляет никакой сложности или труда перевести. Но сам факт, вот как бы у меня на руках нет книги со значениями этих карт. Но тем не менее я нашла на просторах интернета эту книгу на английском языке и буду потихонечку просто переводить. И в связи с этим хотела бы как раз записать видео и показать сегодня вам эту колоду. Она называется Energy Oracle Cards, то есть это оракул, состоит из 53 карт. Вот. Автор этой колоды Сандра Н. Тейлор. Вот. Ну, давайте я сначала покажу вам, как выглядят карты, кому интересно. Вот. Например, The Garden at the Gate. Сад и ворота. Так. Они очень красиво выглядят. Я, конечно, переживаю, что камера не может показать всей красоты этой колоды. Вот сейчас попробую немножечко по-другому сделать цвет. Вот, надеюсь, так будет вам виднее. Вот. Вот эта колода. Тут есть карты, связанные с чакрами. Ну, как уже понятно в названии колоды, это карты, которые связаны с энергиями. Вот, можно их использовать как совет на день или совет после того, как вы сделаете большой расклад. Вот, такие очень красивые, нежные. Мне очень понравились. Сейчас я их покажу вам, а потом сделаю обзор на одну из этих карт. Я перевела одну статью как раз со значением этой карты и расскажу вам о ней. Ну, в общем, сделала перевод с английского, как вы уже поняли. Я точно так же учусь, как и вы. Не ругайте меня за какие-то ошибки. Я постоянно сама развиваюсь, читаю разные книги, смотрю разные расклады и как бы тоже впитываю в себя много информации. Вот. Ну, в общем, вот такая колода, состоящая из 53 карт. Я уже, как сказала, вот так вот положу ее здесь. Так. Не очень ровненько. Вот. Ну, в общем, давайте поговорим сегодня с вами об этой карте. Это 53-й, как это сказать, оракул, что ли, или как. Карта под номером 53. Ой, прыгает из рук. И она называется Magician and the Mirror. То есть это чародей и зеркало. Либо волшебник и зеркало, или маг и зеркало. Вот. Давайте рассмотрим ее. Здесь у нас изображен старец.
и у него в руках энергия воды и энергия огня. А сзади него располагается зеркало. Вот, давайте поговорим о том, что же эта карта означает. Так, сейчас я открою перевод, который я делала сегодня для вас и для себя. Так. В общем, чародей и зеркало. Знание и использование своей истинной силы. Эта карта представляет собой кульминацию вашей личной и духовной силы в это время. В левой руке мага пламя страсти и действия. В его правой руке водоворот воды и светоотражения. Ну, для нас, конечно, наоборот, да? В левый вода, в правый огонь. Это чрезвычайно полезная карта. Говорит вам, что вы волшебник, и в ваших руках находятся удивительные силы земли и духа. Вода – это энергия инь, сила духа и ясность мысли. Пламя – это энергия ян, несущее направление и творчество. Вместе они дарят вам великолепную магию преображения. Зеркало стоит рядом с магом, отражая реакцию внешнего мира на ваш выбор – использовать или отвергнуть истинную силу, которой вы обладаете. Его серебряное отражение, отражение зеркала, открывает будущее в тумане на горизонте, готовое волшебным образом сформироваться. То есть мы видим некоторый туман, то есть наше будущее, которое мы с помощью вот этих энергий инь-ян сможем преобразовать. Вот. Сможем сформировать наше будущее, да, которое пока еще непонятно. Когда вы принимаете эту карту в вертикальном положении, вам сообщают, что приближается важное и могущественное время. Вы алхимик своей жизни, и точно так же, как алхимик превращает неблагородные металлы в золото, теперь вы способны превратить свои трудности в великие благословения. Это верно во всех сферах вашей жизни. То есть эта карта говорит о том, что во всех ваших сферах жизни вы можете сделать так, что у вас все будет хорошо. То есть это в ваших руках. Заявляйте о своей власти и принимайте свои намерения в своем сердце и в своей повседневной жизни. Направьте свою судьбу, и туманы будущего превратятся в блестящую реальность. Аффирмации, которые можно читать, чтобы использовать силу этой карты, такая. У меня есть вся сила, необходимая мне, чтобы создать судьбу, которой я желаю. Магия случается, когда я живу в осознании, в осознанности, скорее всего. Нужно использовать это утверждение, аффирмацию во времена, когда вы сомневаетесь в своих силах. Позвольте себе получить чудеса и благословения, доступные вам сейчас. Вот. Это комментарий по поводу аффирмации. Так, дальше идем. Что еще говорит нам эта карта? Сейчас абсолютно важно, чтобы вы нашли время, чтобы полностью понять значение этой карты. Это развилка на дороге, и вы находитесь за рулем. У вас есть два варианта. Продолжать делать то, что вы делали, застряв в шаблонах и рутинах, которые больше не служат вам и не дают вам застрять. Или свернуть в новом направлении, наполненном бесконечными возможностями. Вы могли бы подумать, что это простое решение, но на самом деле оно является чрезвычайно сложным для многих людей.
Причина в том, что они всегда сосредоточены на зеркале заднего вида, забывая наслаждаться пейзажами в этом важном путешествии, а также забывая создавать будущее, которого они желают. Итак, какую дорогу вы собираетесь выбрать и как вы принимаете это решение? Это так просто, но требует большой самоотдачи, преданности и настойчивости. Готовы ли вы к раскрытию тайны? Сосредоточьтесь только на том, чего вы хотите, а не на том, чего вы не хотели бы, чтобы с вами случилось, даже если это ваша текущая реальность. Если вы испытываете финансовые трудности, вы должны сосредоточиться исключительно на том, каково это быть финансово стабильным. Видеть, чувствовать и визуализировать каждой клеточкой своего существа, что у вас есть, что все ваши финансовые потребности удовлетворены или увеличены. Каково это быть финансово свободным? Что вы делаете со своим временем и почему? Запишите это, читайте ежедневно. Благодаря ангелов за то, что они предоставили вам возможности и финансовое изобилие. Если вы одиноки, вы должны сосредоточиться на том, чтобы разделить свою жизнь со спутником своей мечты, а не на отсутствии этого человека. Я сейчас хочу здесь немножко прокомментировать. То есть мы должны благодарить ангелов за то, что у нас уже будет. То есть мы должны визуализировать себя такими, какими мы себя хотим видеть в будущем, и за это благодарить ангелов. То есть воспринимать себя в будущем, как будто это уже случилось сейчас с нами, да, и за это благодарить ангелов. То есть это мой комментарий, если кому-то было немножко непонятно. Вот. В общем, если вы одиноки, вы должны сосредоточиться на том, чтобы разделить свою жизнь со спутником своей мечты, а не на отсутствие этого человека. Как этот человек заставляет вас чувствовать себя, когда вы с ним? Какие качества присущи его личности и как вы проводите с ним время? То есть представить человека в точности, каким вы хотели бы его видеть, да. Используйте все свое воображение, чтобы представить этого человека так, как будто он рядом с вами. Самое главное, работайте над тем, как этот человек заставляет вас чувствовать себя, когда вы вместе. Запишите это, читайте ежедневно и благодарите ангелов за то, что они привели этого человека к вам, полагая, что это может быть кто-то, кто на самом деле не относится к вашему типу. Тут тоже мой комментарий, что, возможно, человек, о котором вы будете, так скажем, мечтать, не обязательно должен быть тем, кто уже был в вашей жизни. Да? То есть, возможно, с помощью этой карты вам откроется что-то, что вы поменяете свои шаблоны, то есть это в ваших руках по этой карте, и поменяйте свой мыслительный процесс, и исходя из этого, человек, которого вы будете желать, вряд ли будет тем человеком, которому вы желали в прошлом, да? Чего бы вам не доставляло? Брака, ребенка, отпуска, отличного здоровья, чего бы это ни было, сосредоточьтесь только на том, каково было бы иметь, чувствовать, быть и жить этой мечтой. Оставьте свои старые модели негатива в пыли. Верьте в свой божественный план. Поблагодарите своих ангелов и наставников за то, что они воплотили ваши желания в жизнь. И знайте, без тени сомнения, что вы открыты и доступны получить эти благословения и многое другое. Ну, в общем, это вот перевод, который я сделала с английского языка.
Если что-то вам непонятно, пишите мне в комментариях, пожалуйста. Вот, я буду разъяснять. Вот, я также потихоньку вместе с вами буду учить эти карты. Вот, они мне очень понравились, и я, как бы, это мой первый оракул. Я также относительно недавно приобрела колоду Таро Монары, которую мне тоже предстоит знакомиться, так скажем, с этой колодой. Вот. И еще одну колоду карт. Я обязательно сделаю на нее обзор. Вот. Спасибо вам большое за внимание. Господи, что со мной? Язык заплетается от жары. Очень жарко сегодня, самый жаркий день. 37 градусов. Еще раз спасибо вам за внимание и пишите комментарии. До свидания.